Банки стали передавать коллекторам больше долгов на ранней стадии просрочки. В период с января по октябрь 2020 года доля переданных кредитов, по которым платежи просрочены менее чем на год, достигла 59%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 16 процентных пунктов. Треть кредитов в агентском портфеле коллекторов имеют просрочку менее 90 дней. Передача задолженности на поздних стадиях, наоборот, снизилась. Изменение тенденций коллекторы напрямую связывают с ситуацией в банках. Их внутренние службы взыскания из-за кризиса и пандемии работают в условиях повышенной нагрузки. Всего с начала года объем просроченной задолженности граждан перед банками вырос на 19,3% и составляет 912 миллиардов рублей на 1 октября, следует из статистики Банка России. Общественная палата, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества предложили ввести акциз на продукты с повышенным содержанием соли и сахара. Поводом для такой инициативы ее авторы назвали необходимость дополнительных трат на профилактику неинфекционных заболеваний, например, диабета 2 типа. Они считают, что конкретный размер новых сборов должно определить правительство. В зависимости от них поднимутся цены на такие массовые продукты, как фастфуд, готовая мясная продукция, пицца, пельмени, соусы, консервы, сладкие газированные напитки, кондитерские изделия и многое другое. Эксперты подчеркивают, что даже дополнительные 50 копеек с одного товара, а это гипотетический размер нового акциза, позволят снизить траты на лечение заболевших диабетом. Более трети заемщиков в октябре столкнулись с отрицательным ответом банков по ипотеке. Доля положительных решений по обращениям за такими кредитами упала до 65,5%. Настолько много отказов не было даже в период весеннего карантина, но сейчас банки стали строже оценивать заемщиков. Уровень одобрения всех кредитов в октябре составил 34%. Эксперты объясняют это тем, что банки опасаются снижения доходов своих клиентов из-за второй волны коронавируса. Однако крупные банки заявляют, что их политика не изменилась, хотя допускают, что могла измениться ситуация на рынке ипотечного кредитования. Совет Федерации одобрил повышение НДФЛ до 15% для доходов свыше 5 миллионов рублей в год с 1 января 2021 года. Повышенный налог не будет распространяться на доходы от продажи личного имущества граждан, кроме ценных бумаг, и страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Эти доходы будут по-прежнему облагаться по ставке 13%. В рамках администрирования НДФЛ в размере 15% прописывается, что налоговый агент освобождается от ответственности за налоговые правонарушения за первый квартал 2021 года, а также от уплаты соответствующих сумм пений в случае самостоятельного перечисления налоговым агентом в бюджетную систему России указанных сумм налога в срок до 1 июля 2021 года. Семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет выделят еще 61,8 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Сумма выплат составляет около 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В зависимости от региона это примерно 5500 рублей. Ранее было упрощено оформление пособий на детей. С 1 ноября сокращен перечень документов, необходимых для подтверждения права на получение финансовой помощи. В частности, для оформления выплат теперь не обязательно предоставлять сведения об алиментах. До 31 декабря 2023 года продлено действие двухлетних налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. А это значит, те, кто начнет свое дело в ближайшем будущем, получат на 2 года такую же льготу, которой пользуются нынешние новички – нулевую ставку по упрощенной и патентной системам налогообложения. В Минэкономики Якутии сообщили, что на протяжении действия налоговых каникул отмечается востребованность в данной поддержке со стороны физических лиц, решивших стать предпринимателями. В 2019 году налоговые каникулы по упрощенной схеме налогообложения в республике применяли 653 индивидуальных предпринимателя.